Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Life. И сегодня у нас замечательное гадание онлайн на Таро на тему ангелов. Что хотят вам сказать ангелы, какой совет дать, какое пожелание на 2022 год. Совет ангелов на 2022 год. Очень хорошая тема, я считаю, потому что своего ангела-хранителя нужно слушать. Нужно слушать, что хотят сказать высшие силы. Иногда не все вам рассказывает ваша интуиция. Зато, когда вы слушаете послание вашего ангела-хранителя, ваша интуиция начинает даже и работать лучше. Вот. И использовать я буду Таро Морриса универсальное. Также, магическая сила вашего ангела-хранителя и магические врата. Я считаю, очень хорошие колоды для того, чтобы раскрыть эту тему. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета и можете посмотреть на любой ближайший год послание вашего ангела-хранителя, послание ангелов. Это не возбраняется. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, консультации, ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram, в Telegram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия, цены. И мы с вами обязательно поработаем. Итак, первая позиция у нас будет вот такая конфетка. Коричневенькая. Вторая позиция красненькая. Третья позиция золотая. И четвертая позиция будет тоже коричневенькая. Вот такие вот конфетки с пожеланиями, с посланиями. Вы у меня сегодня, как у меня было в вечерке 30 декабря, да, тоже дорогие гости. Сегодня у нас 1 января. Я считаю, что посыл на год вам обязательно нужен. И у нас перед вами 4 позиции. Выберите свою или можете посмотреть несколько, можете посмотреть все. Или даже выбрать для загаданных людей. Вот, а мы начинаем. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. Я отодвигаю последние 3 позиции в сторону с нашими конфетками, с нашими картами. И смотрим первую позицию послания ангелов или вашего ангела-хранителя, да, на 2028. Ой, я как Кличко. На 2022 год, 28 год, нормально. Оговорочка по Фрейду или почему уж, я не знаю. На 2022 год, который начался сегодня. Так, хорошо. Давайте открывать. Ну, может быть, от того, что я до 4 утра дипломы в группе ВКонтакте выдавала, вместо того, чтобы, как все люди, нормальные отдохнуть. Так, давайте читаем послание ваше. Поступай, как подсказывает сердце. Первая позиция. Интересное послание для вас, очень интересное, я вам честно скажу. Поступай, как подсказывает сердце. Вот не просто так оно здесь. Вам нужно это помнить, что ваше сердце точно знает, как поступать. Ваше сердце точно знает, как себя вести, да? Хорошо. Итак, смотрим карту. Послание вашего ангела-хранителя. Двойка мечей. Двойка мечей как раз-таки показывает, что вы немножечко свое сердце подзакрываете. Вы боитесь, что его кто-нибудь ранит. Вы можете закрыть на что-то глаза, но и скрещиваете руки на груди. И ангел-хранитель говорит, ну раскрой уже свои руки для объятий. Раскрой уже свои руки и с душой отнесись к окружающим или к какому-то человеку, который, может быть, испытывает к тебе какие-то яркие чувства, эмоции, там, дружбы, любви, родственной связи. И в любом случае не бойся свою душу и сердце раскрывать, потому что вреда не будет. Высшие силы тебя берегут, высшие силы защищают. У тебя есть интуиция, у тебя есть голос сердца. Ты всегда почувствуешь, на самом деле, есть подвох в человеке или нет. Вот если чувствуешь, что подвох есть, будь осторожен, да, или осторожна. Но если ты понимаешь, что это просто твои страхи, постарайся как-то расслабиться и, ну, может быть, отдаться потоку Вселенной, да. Вообще ангел-хранитель никогда не приводит за руку в нашу жизнь людей, которые нам не нужны. Есть люди для опыта, есть люди для создания семьи, для рождения детей, для того, чтобы они нам помогли, для того, чтобы мы им помогли. То есть это все нужно для того, чтобы наша душа хоть как-то развивалась и шла вперед, да. Чтобы душа становилась более доброй, она проходит различные, ну, вот такие коварные испытания и закаляется в боях. Вот. Но в любом случае вам нужно понять, что
Если вы не будете открываться для общения, ваша душа опыт и не получит. Вот. И, конечно же, двойка мечей – это карта примирения. Может быть, вам с кем-то пора помириться. Может быть, это нужно уметь прощать, забывать какие-то старые обиды, забывать какие-то проблемы прошлого и зарывать топор войны в землю. Потому что нужно идти вперед уже вот с чистым сердцем в Новый год. Соответственно, ангел-хранитель по этой карте может хотеть, вот, чтобы у вас действительно с кем-то наладились отношения, и чтобы вы эти руки уже с сердца-то своего, с груди раскрестили, да? Хорошо, давайте посмотрим совет вашего ангела-хранителя, вот как раз-таки по магическим посланиям ангелов. Я считаю, это важно, что карта как раз-таки и говорит, магическая сила вашего ангела-хранителя, она в этих картах заключена, да? Мы достаем, вот вы интуитивно выбираете позицию, вот кто бы мог подумать, что вы наткнетесь именно на это видео и выберете именно эту позицию. Значит, вам эти слова вашего ангела-то и нужно услышать. Выпала карта развлечения. Ну, действительно, может быть, вы несколько замкнуты, да? Вам нужно научиться развлекаться и радоваться жизни. Жизнь – это и есть сплошное развлечение и приключение, как вы, наверное, знаете. Соответственно, ангел-хранитель хочет, чтобы вы больше отрывались, развлекались, радовались жизни. Он хочет, чтобы вы расслабились и получили удовольствие от этой жизни. Потому что жизнь у нас одна. И, соответственно, ну нет, мы переходим, наша душа переходит в другие жизни, она же не помнит ничего. То есть сама душа имеет эту информацию. Мы, когда переходим в другое тело, редко когда помним прошлые жизни, правда? Соответственно, в теле в этом у вас жизнь одна в любом случае. И ангелы любят сами по себе играть, забавляться, развлечения вот эти. Они поэтому и хотят, чтобы вы смеялись, чтобы вы расслабились, потому что, по сути, смех – это не роскошь, это необходимость. Развлечение – это не роскошь, это необходимость. Вы просто должны это сделать для того, чтобы, ну вот, выдохнуть как-то, да, чтобы вот это вот внутреннее какое-то, может быть, напряжение жизни отпустить. Соответственно, может быть, у вас в жизни много обязанностей, необходимо время для того, чтобы их исполнять. Вам нужны деньги, вам нужны прочие ресурсы. Вы должны постоянно все контролировать. И если у вас будут регулярные дозы развлечений, вы сможете контролировать и достигать любых целей гораздо проще. Не меньше, а проще. Вот вам кажется, вы развлечетесь и расслабитесь, и будете лениться. Это не так. Это не так. Ленится человек уже, когда у него, наоборот, депрессняк настоящий. Я по себе знаю. Если я сходила, допустим, в кино с мужем, с сыном, мне потом хочется людей принять, видео записывать. Если я ничего себе не позволила, я себя загрузила до такой степени, что я просто в подушку начинаю утыкаться и говорить, все, отстаньте все от меня, никого не хочу ни видеть, ни слышать, ни знать. А почему? Потому что энергия-то откуда должна притечь? Если вы будете развлекаться, энергия будет свободно течь у вас. Если вы не будете развлекаться, радоваться жизни, откуда она возьмется? Откуда? Давайте посмотрим магические врата, что вам скажет тоже ваш ангел-хранитель, только, ну или высшие силы через магические врата. Хорошая очень колода, очень говорящая. Поверь в волшебство, говорит колода. Моя жизнь наполнена волшебством. Это ваша новая аффирмация, которую вы должны прям повторять каждый день. Это обязательно. Почему? Потому что ваша жизнь действительно наполнена волшебством. Та сама вероятность, что вы на этой земле, в этом теле, у этих родителей в это время родитесь, она равна вот в объемах Вселенной практически нулю. Вот эта вероятность вашего рождения, она была равна нулю. Она была 0,0000001%, да? Вы родились, случайность? Да не сказать, да? Вы уже сами по себе настоящее волшебство. То, что вы появились. Это первая магия, которая в вашей жизни случилась, понимаете? Могло быть 1000 причин для того, чтобы вы вообще не родились. Могло быть 1000 причин, чтобы ваша жизнь не была именно такой, какой она есть. И, соответственно, как-то могли так складываться обстоятельства, что вы бы были, допустим, другим человеком. Но вы же тот, кто вы есть, правда? И какова теория вероятности, что вы бы были таким, кто вы есть в этой вселенной? 0, практически 0. И вот там вот эта одна единичка болтается, там где-то там на миллионные доли процента, вот вы. И, соответственно, у вас может быть такое в жизни, что вам говорят, ну вот то, что у тебя это исполнится, есть только 5%.
Вы говорите, ура! То, что я родился или родилась, было 1/1000 000 000, а то, что это исполнится, целых 5. Ура! То есть, понимаете? Вот так должно быть. Вот такая позиция номер 1. А мы идем с вами дальше. Послание вашего ангела-хранителя на 2022 год. Давайте смотреть. У нас красная конфета. И у нас есть карта, да? Давайте с конфеты начнем, конечно же. Какое послание там в ней кроется? Как вы видите, конфеты завернуты очень хорошо. И если бы я их распечатывала так хорошо, они бы завернуты не были. Поэтому тут никаких сомнений, да, что эта конфета именно для вас и только вас, и никак иначе. Хорошо, давайте мы ее отсюда выколупаем. И смотрим записку. Что там конфета сказала? Ваши ангелы, да, что сказали? Важно не то, что у тебя есть, а те, кто тебя окружает. Вот видите? Интересно, интересно. Важно не то, что у тебя есть, а те, кто тебя окружает. Вот что самое важное это у вас оказывается в жизни, да? Вовсе не то, что предметы какие-то, деньги. Это все ерунда. Это все ерунда. Главное, кто рядом. Там любимый человек, друзья, родственники. Это самое главное, да? Вот, и поэтому, может быть, вам стоит обратить на это сейчас внимание. Хорошо, смотрим нашу первую карту. Карту Таро. Таро. У нас гадание онлайн идет на универсальной колоде Таро Морриса. Довольно оригинальная колода, вы знаете. Производитель, автор Омнита, мне вообще очень понравился, симпатизирует. Итак, башня. Что вам хочет сказать ваш ангел-хранитель? Ну, разрушай, срочно разрушай что-то, свои стереотипы, свое видение мира, которое иногда тебя блокирует, тебе мешает. Ты создал для себя некую тюрьму, из которой ты не выберешься, потому что ты в этих стенах погряз, да, или погрязла, и нужно ее срочно рушить. Ты мешаешь сам себе или сама себе строить правильно свою жизнь счастливо. Вот для того, чтобы счастливо построить жизнь, чтобы быть счастливым человеком, нужно от чего-то явно отказаться. Нужно, ну вот взять прям и вот рухнуть, вот чтобы рухнуло вот эти стены, чтобы рухнули, и идти в жизнь, вот следующую дальше, в новую жизнь, вот как будто, не знаю, там, с одной котомкой, как шут, да? Почему так происходит? Иногда некоторые предметы, вещи, действительно, вот даже если эту записку учесть здесь, они делают так, чтобы мы теряли себя, они владеют нами. Ну вот, допустим, представим, что у вас есть квартира. Квартира в каком-нибудь маленьком городе, ну, например, Урала. И вы знаете, что, ну, даже если вы ее продадите, то не сможете в большом городе купить другую квартиру хорошую или даже комнату. Вас эта квартира, получается, привязывает настолько, что она теперь владеет вами, а не вы ей. Вот это стены башни, вот эта квартира, которая вами владеет. Вы не даете себе развиваться. Почему? Вы сидите в маленьком городе из-за этой квартиры. А вы могли бы давно уехать, снять квартиру в другом месте, в другом большом городе, найти там работу, заниматься чем-то ярким, творческим, интересным, найти новых знакомых, друзей. Но вы не едете, потому что вами владеет квартира. Вы ее могли бы продать, сдать, выручив деньги и жить там, не замечая их, там, допустим, положить их под проценты в банке. Вы ничего этого не делаете, вы боитесь. Что такое башня? Это сильный рывок вперед, но при этом риск, да, риск. Ты должен разрушить старые стереотипы и поехать вот как будто бы в какую-то, ну, в пустоту, в никуда. Там будет сложно. Это же кризис, башня, там будет сложно, да. Вот у вас 22 год – это период, когда вы должны, ну вот сами целенаправленно пойти в трудности, в сложности ради своего будущего. Но сделать все для того, чтобы какая-то ситуация не владела вами. А именно вы владели этой ситуацией. Только вы и никак иначе. Понимаете? Если нами кто-то владеет, мы не хозяева своей судьбы. Или что-то владеет. Допустим, многими людьми владеют животные. Вы знаете,
ко мне обращаются регулярно за индивидуальными раскладами люди, у которых ихний Ивоны, Тубалетка, да, все пошло. Смотрите, и их судьбой владеет сейчас пара собак, 5 кошек, у кого-то 12, у кого-то 3, да, у кого как. И как это происходит? Человек завел себе много животных дома, потому что он их пожалел. У него, допустим, там у кого своя, у кого съемная, у кого дом. И он живет, допустим, в маленьком городе, в деревне, кто-то на севере, кто как. Я говорю, что ты не едешь в город работать? Уже жил бы давно припеваючи, все было бы у тебя хорошо. Так у меня же 5 собак. Ты помогаешь собакам или они тебе? Ты хозяин этих собак или они твои хозяева? То есть ты не можешь передвигаться из-за собак. Почему? Просто потому, что ты понимаешь, они твои хозяева, да? Нет, правильно? Нет. Поэтому что ты можешь сделать? Ты можешь взять и перевести этих собак в другой город. Просто для этого нужна крупная сумма денег, крупная, прививки паспорта, тра-ля-ля, ветпаспорта, соответственно. И просто это нужно организовать. Значит, все-таки дело не в том, что у тебя есть собаки или кошки. Значит, дело не в том, что у тебя что-то там, да, а просто ты не действуешь правильно. Для всего есть решение в этом мире. Есть автомобили, есть самолеты, есть поезда, контейнеры, перевозки и так далее. То есть это все решаемо. Но ты из-за каких-то условий, созданных тобой, сидишь в тюрьме. Что такое башня? Башня – это тюрьма. Пока вы ее не разрушите, кто-то в несчастливом браке, да, кто-то на нелюбимой работе. Вот пока вы не разрушите, ничего не будет, потому что ситуация могла все это время вами владеть. Ваш ангел-хранитель очень хочет, чтобы вы из этой ситуации, хоть как-то вышли. Давайте еще карту достанем. Хотя я решила по одной из каждой колоды, но все-таки на уточнение. Выйдете ли вы из этой ситуации и как продолжится, да? Видите, карта мага? У вас есть все ресурсы человеческие для того, чтобы вы вышли из этой ситуации. Это ты владелец своей жизни. Это ты владеешь миром. Маг, да, он владеет миром, он творец мира. Он творит мир таким, каким он хочет его видеть. Для своего счастья, для своего благополучия. Смотрим совет вашего ангела-хранителя. Теперь по этой колоде магическая сила вашего ангела-хранителя. Вышла карта общения. Общение в вашей ситуации все решает на самом деле. Почему? Потому что ангел-хранитель, он хочет, чтобы вы заводили новые связи, чтобы вы выходили на общение с людьми. Общение с людьми решает любые ваши проблемы. Вы знаете, что своими руками люди построили Москву, они построили Транссибирскую магистраль. Знаете, да, об этом? Они взяли и построили своими руками Бруклинский мост. Они возвели огромные памятники. Они Кремль построили, они это построили, они то построили. Знаете почему? Просто потому, что они объединились. Если бы это взял бы один человек строить, он бы построил? Нет, не построил бы. Не построил. Каждый из нас живет в обществе, верно? Даже если вы будете жить в лесу, вы будете все равно окажетесь в обществе. В любом случае. Даже пусть вы далекий член общества, который живет в лесу. Но вы неотделимы от этого общества. Земля – это единый дышащий организм, который, извиняюсь за оговорки, все-таки праздник, но я не выпиваю никогда. Все-таки который именно слаженный организм. Вот у вас есть органы в теле, также есть у Земли страны, составляющие, можно сказать, ее тело, там материки, океаны, сеть рек, как вены, да. И вот вам это надо осознать, что вы просто часть. И никак иначе быть не может. Вы часть Земли, верно? Вы из нее вышли, вы туда же и уйдете, до самого последнего атома. Общение решает все в нашем мире. Если бы я сейчас с вами не общалась, мы бы никогда друг друга и не узнали, да, в итоге. Поэтому все, что угодно, но предпринимайте попытки общаться. И если вам нужно перевести 85 собак и 10 кошек, и если вам нужно развестись
И если у вас там, не знаю, нет имущества, нет денег или еще чего-то, кроме людей вам никто не поможет. Ну, поверьте мне. Хорошо, смотрим следующую карту. Будь смелее. Я силен, могучий, смел, говорит наша карта из колоды «Магические врата». Да, вы сильны, вы могучие и смелы. Иначе вам бы карта башня не выпала. Только очень сильный человек может эту башню сломать. Ведь он иногда многими годами, летами возводил эти стены, старался для себя построить свою эмоциональную тюрьму или там даже иногда физическую. Поэтому, конечно, вы сильны, вы могучие, вы смелы. Соответственно, вы должны быть очень ярким человеком, который стремится только вперед, несмотря ни на что, в 2022 году. Преодолевает любые препятствия в виде этого бревна, да, и наверстывает все упущенное, достигает своих целей. И творит ту реальность по магу, которая и должна его окружать. Потому что он достоин этой реальности. Ну, такая позиция номер 2. Ну, посмотрим совет ангелов по третьей позиции теперь. Наша золотая конфетка. Смотрим послание сначала ангелов из конфетки, да. Как же она туго завернута. Ай-яй-яй. Сейчас попробуем ее раскрыть. Главное, записку не порвать, правда же? Главное, чтобы записка была не порвана. Так. Не скрывай своих чувств, говорит ваш ангел-хранитель, да? Не скрывай своих чувств. Вот видите, как интересно, какая у вас интересная записка выпала, какое предсказание, да, от ангелов. Вам нельзя скрывать свои чувства. Хорошо, давайте посмотрим, что скажет Таро. У вас выпала карта 8 мечей, кстати, говорящая о том же самом. Уж больно вы скрываетесь. Скрываетесь от других, прячетесь, может быть, погружены в какие-то свои грустные мысли. Сомневаетесь в себе, явно есть комплексы, явно есть осознание собственных, может быть, недостатков, ничтожности, преувеличение недостатков обязательно по этой карте идет, и желание, чтобы вас кто-нибудь спас. Но вы знаете, чтобы вас кто-нибудь спас, вот как раз-таки надо раскрываться и не скрывать своих чувств, да? А когда вы просто вот так стоите, окруженные 8 мечами, будто бы связанные по рукам там и с легкой повязкой на глазах, ну, я думаю, что можно так долго простоять. Ничего не будет, нужно шевелиться, да? Выбраться такая девушка вполне может. Развязать себе руки, там не больно-то сильно завязано. И даже если бы она присела, она бы уже ногами себе повязку с глаз сняла, я бы вот изловчилась обязательно. Но выпуталась бы, на самом деле смогла. И любой бы из нас смог, если бы постарался. А мечи вообще ее ничем не ограждают, выходи, да и все. То есть она даже и окружена-то не со всех сторон. Поэтому здесь жертва просматривается, но надуманная. И ангел-хранитель просто хочет, чтобы вы открывали себя, несмотря на свои комплексы. Я многим людям на индивидуальных консультациях и раскладах советую. Снимите себя на видео со стороны. Ну, зачем так сомневаться в себе, что вы даже не боитесь раскрывать перед людьми свои какие-то чувства, эмоции, свою душу. Возьмите, попросите вашу подругу, друга, чтобы вас поснимали на камеру, на видеокамеру со стороны, как бы из-под тишка, чтобы вы не позировали, не красились перед этим, там, не прихорашивались, да, не одевали новый спортивный костюм, у нас мужчины так любят делать. Нет. Просто вашу жизнь. Вот то, как вы действительно в своей жизни выглядите, как вы живете. Вы будете, во-первых, знать, что вам исправить. Во-вторых, раз сниметесь, два сниметесь, три сниметесь. Через несколько раз у вас появится стойкое ощущение, что вы нормально выглядите. Вот прям стойкое. Я на себе это испытала. Я не могла не принять свой голос, когда слышала его на камеру. Не могла принять свою внешность, когда видела на камеру съемки. Я не могла принять ничего. Но это каждый человек проходит. Он, когда первое свое голосовое сообщение слушает, в WhatsApp, например, да, или там ВКонтакте, это что, мой голос? Господи, какой страшный голос, да? А потом проходит какое-то время, раз послушаешь, два послушаешь, привыкаешь к своему голосу. А мой муж, он вообще советует мантры. Вот когда вы произносите мантры по 108 раз в день, кто-то больше. Меньше нельзя, но больше можно.
вот начитывать их своим голосом на диктофон и зацикливать запись. То есть, чтобы мантра в наушниках своим голосом играла вот в ушах, да? Почему это нужно? Потому что вот ты у себя самый главный на самом деле. И нужно слушать себя, потому что свой голос слышишь чаще всего. Когда ты с кем-то разговариваешь, ты же слышишь свой голос на самом деле. Вот, и поэтому, соответственно, не просто со стороны, а вообще привыкать к своему голосу, к своей внешности на видео, как видеть себя со стороны постоянно. Вы привыкнете к себе, и вы будете очень хорошо коммуницировать, без всяких проблем выстраивать диалоги, выстраивать любые рабочие, любовные, дружеские отношения. Вот ангел-хранитель вам советует выходить из этой вот западни, которую вы, ну, по сути, сами по себе создали, да. Хорошо. Смотрим колоду «Магическая сила вашего ангела-хранителя». Учеба. Ну, учеба, да. Она нужна. Почему? Потому что, во-первых, мы все учимся ежедневно, ну, чему бы то ни было, да. Если даже вам кто-то просто в каких-то там обычных условиях что-то рассказал, как это делать, это все равно учеба, правильно? Там, если вы посмотрели видео, как складывать простыню на резинке, бог мой, господи, как я этому училась, это только уму непостижимо. Когда ты купил простыню на резинке, и все, ты ее с картонки снял, одел на кровать, а потом-то что с ней делать, когда ты ее постирал? Ты смотришь, мать моя вся в саже, и куда я тебя складываешь, только комок получается, правда? С простыни этой на резинке. Пока ты не посмотришь видео, как сложить, или тебе кто-то не объяснит, ты не поймешь, как сделать из нее нормально сложенную простыню, правда? Учеба, она идет постоянно, каждый день. Неважно, чему вы учитесь. Важно учиться чему-то, постоянно познавать. И, конечно же, вообще, в принципе, в 2022 году самое время для вас заняться некой учебой. Вот ангелы, они советуют вам не жалеть ни сил, ни времени на занятия учебой. И побольше читать, слушать, расти над собой. Одна женщина у меня на канале iLife как раз-таки, вот я сейчас для iLife уже записываю видео, она такая говорит: вы нам советуете читать книги, вам не стыдно? Все и так читают книги, это нормально для человека. Ну, здравствуйте. Все, кто родился до 1990 года, еще более-менее читают книги. Но вы спросите у тех, кто родился, начиная, не знаю, там, с 1988, они читают книги? Вы спросите у них. У вас будет шок. 1% из этих людей читает книги. 1%. Все остальные, ну уж даже если на то пошло, просто слушают их в аудиозаписи. Ну, это максимум. Заставь-ка его еще прослушать, такого человека. Ему проще посмотреть видео о том, как кто-то прочитал книгу, да? И, естественно, для тех, кто родился до 1990-го, он говорит: вы что, в смысле вообще читать книги ты мне советуешь? Разве это не естественно для человека? А те, кто родились после, говорят: ну, конечно, сложный совет, сложно соблюдать его. Ну, мы, конечно, попробуем, но не знаю, ну, может быть, одну в год книжечку я осилю, ну, не знаю, конечно. Тут, понимаете? И, соответственно, начитанность, она дает в этом мире, в нашем, который сейчас создан, ну, не знаю, королевское положение. Вот, наверное, так. Я даже по-другому сказать не могу. По сути, если вы будете получать новые знания весь год, вы, наверное, увидите, что можно жить иначе. Можно жить иначе, зарабатывать. Вот. И вы будете проверять эти знания, соответственно, на практике, то, что вы получили, да, в учебе. Ну и увидите результаты очень быстро, учитывая, что весь мир теперь просто другой. Давайте посмотрим магические врата. Мне, кстати, очень интересно. Вот те, кто слушает меня, родившиеся после 1990 года рождения, вы читаете книги? Ну, вот напишите мне здесь, вот кто третью позицию эту смотрит. Может, все-таки есть эти люди? Сколько книг читаете в год? Человек должен читать 100 книг в год. Сколько вы читаете в год? Вот мне просто интересно. Магические врата, что вам скажут? Живи проще. Я ценю простые радости жизни. Да, простые радости жизни – это прекрасно. Вы знаете, вот она убирается сейчас, да, в доме, а у меня бедлам настоящий. Я ей даже завидую, честно. Почему? Потому что я на чемоданном настроении сейчас. Соответственно, у меня все в коробках.
Дома бардак и хаос. И вот что такое простые радости в жизни? Вот иногда самое такое элементарное. У тебя есть поесть, и у тебя прибрано. Представляете, для некоторых людей это настоящая простая радость в жизни, и она покруче любой другой радости. Я понимаю, что все эти подаренные айфоны, айпады, AirPods или какие там еще какие-то штуки, в общем-то, которые я понятия не имею, как звучат, это все круто. Это все очень круто, но вы попробуйте денек не попить воды вот прям с утра до вечера, а потом глотните глоток, у вас будет шок. Какая вкусная, прекрасная, приятная вода. И как же она хороша на самом деле. Ну, и есть такой совет Садгуру, да, который он очень любит. Зажмите себе нос и рот и не дышите. Сколько вы можете, не дышите. Самая простая радость жизни будет это потом вдохнуть воздуха, да. Вот, и вы поймете, что такое ценить простые радости жизни. Ну, вот такая позиция у нас номер 3. А мы идем с вами дальше. Дальше к позиции номер 4. Наша коричневая конфетка и наша карта, да. Здесь у нас совет ангелов на 2022 год. У нас гадание онлайн на Таро и разных оракулах, да. И конфетках. Вот тут конфетки. Еще гадаем на конфетках. Хорошо. Давайте смотреть нашу записку. Аккуратно достаем конфетку и смотрим записку. Так, чуть-чуть прикрою бренд. Попробуй еще раз. Опа, вот это записка. Ангел говорит, попробуй еще раз. Ну, попробуй еще раз ты, наверное, понимаешь, о чем речь. Может, вы уже раз 15 пробовали, а может, только 1 раз, да? Может, 3 раза. Но вам совершенно четко высшие силы сказали еще раз. Еще разочек. Угу. Так, смотрим нашу карту. Совет ангелов. Карта суд. Прекрасная карта, прекрасная. Ну, ангел-хранитель, он вас благословляет этой картой. Вы знаете, что это карта кармы. Кармы, причем отработанной. Да? Вот что довело этих людей до могил? Давайте с этого начнем. Их довело то, что они отрабатывали тяжелую карму. Они ее сполна отработали, вот сполна. Что значит сполна? Это оказаться на дне могилы, правда? Когда у человека происходит вот как угасание самой последней надежды, я всегда это говорю, это когда последний гвоздь вбит в крышку его гроба, да? Тогда уже угасание последней надежды может произойти. Ну или там его кремировали, или еще что-то. И до этого, конечно, надежду отпускать нельзя, вы это знаете. Но вот что такое вот эта карта? Она говорит, что вот все, вот это было дно. Это было последнее. Вот отработка кармы была настолько у людей тяжелая, у этих, которые здесь на карте, что они дошли до последней стадии, может быть, отчаяния. Кроме как на Бога в этой стадии отчаяния надеяться ни на кого невозможно, во-первых. А во-вторых, остаешься наедине с ним. Ты можешь сколько угодно искать людей, которые тебе помогут сначала, потом еще что-то. Но в конце концов ты остаешься всегда наедине с Богом, лицом к лицу. И ничего больше сделать ты не можешь. Вот давайте представим, вот допустим, что у человека температура. Он горит, да? У него температура там под 40. Ну вот представим. Вы даете ему лекарство. Которое должно эту температуру сбить. Она не сбивается. Вы вызываете скорую. А скорая делает укол, что там обычно анальгин с диметролом, да? Который должен эту температуру сбить. Укол ставит, она не сбивается. Вот вы доходите в этой ситуации до какой-то стадии отчаяния, правильно? Иногда до очень тяжелой стадии отчаяния, до самой последней. Почему? Потому что вы сделали все, что могли, в физическом смысле, а температура осталась как колом стоит, ничего не может сделать. И следующее ваше действие какое? Какое? Вот скажите мне. Вы начнете молиться, правильно? Даже если вы, не сатанист, а я забыла это слово, который ни в кого не верит, вообще ни во что не верит,
Вот. И вот вы, может быть, этот человек, который ни во что не верит. Но если вы ну, вот войдете в эту ситуацию, да, что вы дали и это, а человек горит, вы ничего не можете сделать, да, у него температура, она никуда не девалась. Вы станете и начнете молиться, потому что вы этого человека, допустим, любите. Вы хотите его спасти. Вы перепробовали все, у вас ничего не вышло. Потому что вы знаете, что все, в этом физическом мире надежды не осталось, правда? Вы начнете молиться, и знаете, что будет? Знаете? Прилетит вот этот ангел, начнет трубить свою трубу, и будет восстановление организма. Все подействует, все сразу же наладится. В течение часа температура упадет, правда? До какой-то нормальной отметки. Почему так происходит? Вот как раз-таки для того, чтобы вот отработать, да, какую-то часть вот этой кармы и дойти до последней стадии отчаяния. Когда, ну, вот ты остаешься наедине с Богом. И вот у вас так получается, что вы где-то, наверное, уже оставались наедине с Богом. И ангел-хранитель говорит, вот я тебе посылаю эту карту как свидетельство того, что у тебя в каких-то вопросах были эти стадии отчаяния. Были вот такие вот ощущения безысходности, безвыходности абсолютной. И я тебе окажу эту помощь. У тебя будет период в 2022 году полного выздоровления, восстановления, улучшения, восстановления в работе, восстановления твоего финансового положения, ну, не знаю, налаживания личной жизни. Что угодно, где вы отчаялись, восстановится. Понимаете? Полностью восстановится, потому что вы остались наедине с Богом. Давайте посмотрим следующую карту. Следующая карта – это магическая сила вашего ангела-хранителя. Божественное руководство. О чем я и говорила. Вот видите, 4-я позиция. У вас полностью идет божественное руководство. По сути, у вас должно открываться яснознание, ясновидение, хорошая интуиция быть. Почему? Потому что выпала эта карта, она показывает, что Бог руководит сейчас прямо вами и вашими действиями, вашей жизнью. И кроме как Бог, никто и не может руководить. И получается, что вы, ну вот видите эту карту, да, вы, может быть, благословлены вот с помощью этой карты, чтобы вот точно вам засвидетельствовать, что Бог-то с вами разговаривает, ангелы с вами разговаривают, высшие силы, что вы как раз-таки под божественным руководством находитесь. Вот вам знак пришел в виде этой карты, что вы точно, совершенно точно разговариваете с Богом и никак иначе. Мало ли какой у него голос, ну пусть как у меня, мало ли как вы его нашли, да, вот эту связь, вот как вы нашли. Это не важно. Важно, что он говорит с вами. Вот именно с помощью этих карт. Вот это как большой такой знак от Всевышнего, понимаете? Даже я сейчас, я не загадывала для себя позицию, ничего. Я и то это воспринимаю как знак. Даже для себя, не только для вас. Почему? Потому что, ну, такое сочетание не бывает просто так. И я понимаю, что да, через меня говорят высшие силы. Да, через меня говорит Бог. Да, Он руководит не только вами, но и мной, чтобы сказать это вам. Понимаете? Давайте посмотрим следующую карту. Магические врата. Откройся любви. Мое сердце открыто. Это ваша должна быть мантра теперь на весь год. Мое сердце открыто. Каждый день это повторяйте. Мое сердце открыто. Откройтесь любви. У вас лодочка поплыла с сердечком с горящим. Мало того, что есть сердце, да, это любовь. Любовь Всевышнего, любовь Вселенной, любовь какого-то человека к вам. Есть еще и лодочка. Может быть, вы куда-то поедете, поплывете, да, в этом году. И мало того, карта сразу сказала, Бог тебя любит. Открой свое сердце, ты это увидишь. Ангелы тебя любят, Бог тебя любит, высшие силы тебя любят, вся Вселенная тебя любит. Потому что ты открылся, или открылась, когда у тебя были испытания, ты осталась наедине с Богом, и произошло вот это слияние, произошло вот это вот, ну, что-то невидимое, неосязаемое, но то, что только ты знаешь для себя, что ты един теперь или едина с Богом, что открыто Богу. Но вот такая позиция номер 4. Я считаю, что это очень хорошая позиция, тем более, что тут и послание «попробуй еще раз». Да, попробуйте еще раз. И, может быть, это даже попробовать еще раз начать свою жизнь заново, с нуля, потому что здесь у нас с самого дна ангел
восстанавливает жизнь людей, воскрешает их. И у вас идет это воскрешение в 2022 году. Ну, вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал и лайв, и канал Школа Таро Альвиен. Жду комментариев, жду каких-то отзывов. Всем пока и до новых встреч!